здравствуйте. Коротко о главных темах. Размер финансовой поддержки районов республики увеличен на 14% с этого года. В Намском районе дан старт году Максима Кировича Амосова. К столетию якутской автономии в Москве пройдет большой праздничный концерт мастеров культуры, а также творческих коллективов из Вилюйского полуса. Размер финансовой поддержки районов республики увеличен на 14% с этого года. Появились новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Об этом сообщил вице-премьер Якутии Михаил Никифоров на итоговом отчете правительства. Средства по 35 тысяч на маточное поголовье до муниципальных районов будут доведены в марте текущего года, сказал он. Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов увеличилось от 35 до 45 тысяч рублей на голову, а на поголовье кобыл с 1,5 до 3 тысяч рублей. Также организованные хозяйства продолжают получать субсидию на молоко в повышенном уровне 50 рублей на килограмм. А как прошел год для оленеводов Тяньского национального наслега? Елена Фаст собрала воедино самые заметные новости села. Один из самых отдаленных наслегов Алекпинского района – Тяньский национальный наслег. Основное занятие – оленеводство. В наслеге 3 родовые общины. В 2021 год они перенесли, можно сказать, нормально, да. Перегон был оленевого стада на другое место. И, в общем, сейчас все оленеводы уже на местах. Как бы после Нового года, да, на местах. И еще как раз идет сейчас коррализация, то есть учет поголовья оленей. Несмотря на отдаленность, и здесь работают по проектам. Один из них – сквер оленеводов. На этот год жители села предусмотрели для себя летний водопровод. Понимаю, да, что значимость этих проектов, да, и у нас, да, активность большая. У нас мы каждый год от населения собираем вклад от населения, и еще есть и неденежный вклад населения, то есть это субботники и помощь по материалу, по стройматериалу. Дорога до села очень сложная. Одна из проблем – узкая, почти колея. Другим путем только летом, по реке. Этот вопрос был обозначен в числе других от тяньцев району. По зимнику есть вопросы, есть по расширению, по отсыпке, такие вопросы есть. Зимняя дорога в этом году проложена старым, да, методом, как вот раньше, по той же трассе? По той же трассе, но у нас мы с прошлого года разговариваем по расширению. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Далее смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Саха-Якутия характеризуется 32 гражданами республики, это 3-4 от общего количества выявленных случаев, заболевших новой коронавирусной инфекцией, которые госпитализированы в наши медицинские учреждения. В целом за сутки зарегистрировано 950 случаев. За сутки 26,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, в районах 73,6%. Действительно, в городе Якутске обстановка стабилизируется, учитывая оценку санитарно-эпидемиологической ситуации. На настоящий момент готовятся соответствующие изменения в указ главы республики. На 28 февраля 2022 года, на конец февраля, лечение в стационарах у нас получают 8,8% больных, в амбулаторных условиях 91,2%. Все больные, которых мы лечим в амбулаторных условиях, в основном заболевания проходят в легкой форме, что нельзя сказать о больных, которые находятся в стационарах. Необходимо обратить внимание, что большинство находящихся в стационарах связаны со штампом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания, которые зарегистрированы, они зарегистрированы у невакцинированных больных. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается как детская вакцинация, так и вакцинация взрослая. Но на настоящий момент достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, чуть больше 70% на территории республики зарегистрирован. Это позволяет нам сегодня сохранять достаточно стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
несмотря на определенного рода такую вот, может быть, легкое течение прохождения заболевания, новой коронавирусной инфекции, необходимо обратить внимание, что основные позиции и основные требования необходимо соблюдать. Они связаны как, соответственно, с масочным режимом, ну и, соответственно, настороженность на острые респираторные вирусные заболевания. У нас на настоящий момент работают все учебные заведения. С 1 марта начинают работать наши учреждения культуры, в связи с чем обращаю внимание все-таки на необходимость соблюдения норм, которые определены указом главы Республики Саха-Якутия. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее. В Намском районе дан старт году Максима Кировича Амосова. Мероприятие прошло в селе Хатырык, на малой родине выдающегося государственного и политического деятеля. Знаменательное событие началось с возложения цветов и венка к бюсту. В прямом эфире из Москвы с приветственным словом выступили родственники Максима Амосова. Для проведения юбилейного года в 2020 году по указу Исаакия Николаева по